Но вот вообще Всевышний создал природу для того, чтобы она служила человеку. Бог помогает тем, кто помогает другим. Груз уходит, ты становишься легким. Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Жашоо сырлары». И сегодня у нас очень интересный гость, профессионал своего дела, врач высшей категории, детский невролог Капарова Чынара Макашевна. Здравствуйте. Доброе утро. Добро пожаловать. Очень рада быть на вашей передаче. Спасибо. Спасибо, что пригласили. Спасибо вам, что согласились дать интервью. Скажите, пожалуйста, вот общественный фонд Багдойлют сейчас работает над новым проектом, называется проект Тазалану, духовное спа или духовное очищение. Почему духовное спа? Вот мне интересно вот это название, потому что действительно современное и очень такое вот именно позитивное. Ну, вообще, вот само название нашего проекта «Тазалану» — это как очищение, оно говорит само за себя. Каждый человек, он регулярно, практически каждый день принимает душ, стирает свои вещи, делает уборку в доме. Но не каждый человек задумывается о духовном очищении, о душевном очищении. И вот представьте, что у каждого человека находится внутри сосуд. И этот сосуд регулярно в течение жизни наполняется страхами, тревогами, сожалениями, разочарованиями, обидами. И вот эти все негативные эмоции и чувства, они накапливаются в этом сосуде, утрамбовываются и становятся очень плотными, как смола. И что происходит потом? Если человек не очищает этот сосуд, если он не изливает наружу содержимое этого сосуда, то тогда это все утрамбовывается, и оно должно же куда-то освободиться, и оно переходит на тело. Вот сейчас есть такое модное слово, как психосоматика, и оно переходит в психосоматические заболевания. И становится, знаете, бременем для человека и грузом. И этот груз часто становится даже якорем для человека, и он мешает личностному росту. И вот если вы видели, есть люди, которые вот часто вздыхают, да, вот так. И это говорит о том, что вот этот сосуд, он настолько переполнен, ему надо освободиться. И когда человек ушкурюнгөн, да, этот сосуд как бы, сам очищается. Вот, а как вообще от этой проблемы избавиться? Вообще вот, как раз вот наш проект, мы обучаем людей именно на природе, используя силу природы, делать вот это духовное, душевное очищение. И как? Помогает? Это очень хорошо помогает. У нас есть даже, знаете, можно сказать, как задокументированные результаты, потому что у нас, я сама врач, и я работаю с пациентами, у нас есть люди, которые реально избавляются от больших проблем. При депрессиях люди принимают антидепрессанты и транквилизаторы. Вот, но именно благодаря тому, что они выезжают с нами на Тазалану, они не пьют эти препараты, и результаты просто потрясающие. И не было ни одного человека, который не захотел бы вернуться на наше Тазалану. У меня долгое время были страхи и тревоги, от которых было сложно избавиться самостоятельно. И попав на Тазалану, я удивилась, насколько быстро и легко природа может помочь человеку избавиться от негатива. И казалось бы, эти знания лежат на поверхности, но большинство людей об этом не знают, к сожалению. И теперь, благодаря данному проекту, я сама хочу участвовать в нем и распространять эту информацию, тем самым помогая людям. Почему именно на природе? Это обычно вот йогой люди занимаются, они во многом помещении могут йогой заниматься, а у вас именно только на природе. Почему? Но вот вообще Всевышний создал природу для того, чтобы она служила человеку. Это как бы инструменты, которые дал нам Всевышний в руки, чтобы мы их использовали. Вот. Но не все об этом знают. И природа обладает невероятной силой. И вот об этом знали наши предки. И они очень трепетно и уважительно относились к природе и бережно. И использовали эту силу. Это, знаете, как вот сейчас же есть
вот такое понятие, как возрождается понятие нарк. Вот. И вот именно отношение к природе, бережное, уважительное, трепетное, это то, чем отличались наши предки. И одна из целей нашего проекта – возродить. Вот духовное. Это. Да, это как бы духовное наследие наших предков, но уже адаптированное к современным условиям, вот к тому времени, в котором мы живем сейчас. Тоже наш проект, он как бы возрождает вот такое уважительное отношение к природе. Мы хотим показать людям, объяснить, что природа живая, что к ней нужно относиться очень, знаете, как этият болып, да? И вот сейчас мы же видим… Бережно надо относиться. Да. И вот эти наводнения, катаклизмы, это же тоже ответ природы нам за то, что люди как становятся как вандалы. Действительно, Чинара Макашевна, мне очень нравится то, что вы продолжаете духовное наследие наших предков и делаете особый акцент на очищение через природу организма человека, да? Да, я знаете, правильно понимаю? Да. Без прошлого нет будущего. И если мы не ценим свое прошлое, это нехорошо. А то, что мы как бы возрождаем, и мы хотим в людях разбудить осознанность и понимание, это то, чего в данное время не хватает, потому что, я же говорю, люди больше привязаны к материальному, там, там помыть, постирать, обслуживаем свои вещи, но это неправильно. А мы в первую хотим… очередь мы изнутри. Это вот, чтобы человек был светлый, надо почистить его изнутри. И мало того, что мы очищаем, и у нас прям все настолько структурировано, мы объясняем это все шаг за шагом, как это делать, наши тренера объясняют. И потом происходит наполнение. Этот сосуд, мы же его очищаем от этого всего, что человек годами с собой там носил, если не веками, да, и получается… Потом мы наполняем это джарахменен, светом, и люди очень довольны. Это уникальный проект. А сами как вот пришли вы к этому проекту? К этому проекту, это, знаете, я же выросла в городе. Из-за профессионализма? Наверное, нет. Вот именно придя в фонд Багдойлет, когда, и у меня произошло очень много осознаний, поменялись ценности. Потому что у меня, как, наверное, у жителя… городского жителя были более такие материальные ценности. Потом я не была близка к природе. Менталитет абсолютно другой. Да, это как вот дети асфальта мы были. Да. Вот, и… Балконские сейчас, это современно. Да, наверное. А потом, вы знаете, когда поменялись ценности, и я уже тогда, мы выезжали на природу очень много, и вот тогда я начала замечать вообще силу, красоту природы, и все вот эти методы я начала использовать на себе, и это реально помогало. Как, знаете, ты как допустим, как птица, которая летит, но какая-то есть цепь, или как якорь, который тебя держит. А каждый раз, выезжая на природу, делая эти практики, знаете, груз уходит, ты становишься легким. И вот как, наверное, через себя проведя вот это все, я пришла к тому, что надо помогать людям. И потом я же практикующий врач, я вижу, сколько сейчас много детей. Тем более вы невролог. Да, невролог. Это как раз вот именно по моей Связано, части. да. То есть это чем ребенок будет получать сильнейший препарат, лучше он пусть поедет на природу, и силой природы он очистится. И был тоже такой уникальный случай, это было, наверное, лет 15 назад, была девочка на приеме, ей, наверное, было 6-7 лет. И вот тогда я еще настолько, не обладала этими знаниями, наверное. И вот девочка пришла на прием, она не могла разговаривать, потому что она была настолько испугана, у нее был страх. Она, как заикалась, знаете, у нее прям ком стоял здесь. И вот они 7 раз съездили в Аларчу с родителями на природу, и когда девочка пришла через 7 дней на прием, она смеялась, хохотала. Вот это был совершенно другой ребенок. И вот сейчас, когда мы выезжаем, как люди садятся в транспорт, когда мы едем, какой, человек… Там абсолютно, наверное, другая аура. Да, и вот когда уже мы возвращаемся, это совершенно другой человек. Это, знаете, маңдай жарық, человек улыбается, радуется, люди хотят петь, и все очень благодарны. Мне интересно, вот мы сейчас говорим только о кыргызах или очищением, то есть духовным, спа может заниматься любой человек, вне зависимости от
конфессий, от национальных каких-то принадлежностей? Значит, замечательный вопрос. Вот это наш проект, да, и вот эта методика тазалану, очищения, она не привязана ни к какой религии, ни к какой конфессии и ни к какой национальности. Это такие общие человеческие знания, и они, знаете, как бы немножечко завуалированы, что ли, как сакральные знания, да? То есть они известны небольшому количеству, небольшой части населения, да, и цель нашего проекта их распространять. И вот что хорошо, что человек, который вот проходит у нас как мастер-класс, и он может использовать вот эти знания и методики в любой части мира. Там, где есть природа, она есть везде. И вы знаете, вот даже вот такой, как у нас сейчас может быть больной вопрос, это мигранты, да? Когда люди уезжают, покидают свою страну, но они тоже уезжают, потому что надо зарабатывать, да? Естественно. И там люди, вот есть, допустим, сиделки, да, и сиделки это вот они, представьте, почти круглосуточно, они контактируют с больным человеком, да, там идет прям телесный контакт, да. И этот груз же человек тоже берет на себя, а получается именно... Человек тоже морально истощается. И морально истощается, да, получается, это и ментальный мусор у него в голове, и здесь, да, какие-то обиды, вот это все, почему я должен, да, разные мысли бывают, да, вот, и именно вот эти методики, они могут использовать в Стамбуле, в Москве, вот в любой части мира. Вот есть еще такое, знаете, вот сейчас новое направление, оно в России очень модно, дендротерапия, это как терапия деревьями. Вот, а в Стамбуле очень много деревьев, платанов, чинар, они считаются священными в Стамбуле, в Турции вообще, и это многовековые деревья, они настолько мощные, там такой обхват ствола, и вот если мы этому обучим, и человек знает, есть же у них выходные, они могут сами идти медитировать, да, если это делается осознанно, да, потому что к природе нужно обращаться. Как вот ко мне приходит пациент на прием, он же, мамочка приводит ребенка, и она говорит: помогите, доктор, у нас, допустим, заикание, там, невроз, головные боли. Я уже слышу, что человек обращается, что он озвучивает, какая нужна помощь. То же самое, когда мы выходим на природу, но мы обращаемся сначала к Всевышнему, потому что Всевышний, он творец, он создал природу для того, чтобы она помогала человеку. И даже в Коране есть один аят, где там описывается, как Всевышний спрашивает, что он дает горам, небесам, по-моему, землю, он спрашивает: вы берете ответственность за мироздание на себя? Они говорят: нет. И тогда Всевышний дал ответственность человеку, а природе он дал, природа служит человеку, это вот ее прямое, потому что зимой мы можем, как дрова, да, получается, жечь. Летом в жару мы можем в тени, в сени деревьев спрятаться, да, это вот, это же круто, да. Вода, и наша страна, она уникальна, у нас столько воды, и вот мы именно учим, мы вывозим людей и говорим: это наша земля, это наша страна, берегите, у нас такие реки полные чистейшей воды. Это же, это не каждая страна в мире может этим похвастаться. Из эмоциональной зажатости я не умела правильно выражать свои чувства и эмоции. И такие негативные эмоции, такие как страх, обида, злость, копились в моей душе, и забирали очень много сил. Благодаря практике очищения я научилась избавляться от этих негативных эмоций, от этих негативных мыслей, от деструктивных блоков, от психологических барьеров и страхов. И после практики появляется ощущение легкости и душевного спокойствия. Душа наполняется любовью и светом. Главное, есть результаты. Результаты потрясающие. Это вот действительно уникальный проект, и я думаю, это одна из форм служения народу, потому что мы помогаем людям, а есть такой божественный закон: Бог помогает тем, кто помогает другим. И я думаю, мы, наверное, какую-то очень хорошую миссию выполняем, потому что каждый человек, он должен сделать что-то хорошее для этого мира, его деятельность должна быть направлена на улучшение этого мира и на помощь другим людям. И это вот одна из таких, наверное, вот тоже задач нашего проекта — помочь другим людям и тоже возродить Нарктулух и
В общем, ну, я приглашаю, наверное, тех, кто хочет, и вас приглашаю. Вы Хорошо, съездите. принимаю ваше приглашение. Я думаю, вам очень понравится. Спасибо. Спасибо за интересное интервью. Но вот вообще Всевышний создал природу для того, чтобы она служила человеку. Бог помогает тем, кто помогает другим. Груз уходит, ты становишься легким.